Сайд Амин молодой, но старожил политик. Молодой, но старожил политик. Первый проходец. Сайд Амин вместе с Джохаром, и Джохар пришел в республику, когда Сайд Амин уже имел очень огромное значение, играл большую роль в любом случае в тех структурах, которые у нас функционируют. Сайд Амин — это первый человек, который создал в Чеченской республике правозащитную организацию, которая имеет уже долгую историю. Это 30 с лишним лет существует организация «Мир и права человека» ассоциация. Человек Сайд Амин, который не покорился, который не сдался, который не подчинился той воле, которую ему навязывали. И с чеченской стороны, и с русской стороны, даже с европейской стороны, которые упрашивали его: оставь все это, живи спокойно, и ты будешь обеспечен. Но для него важнее была судьба нашего народа и та роль, и та работа, которую он делал все эти годы. С этими Прежде всего, я хочу присоединиться к Ахмеду Бакаеву, сказать большое спасибо господину Сталкеру за его приезд, за встречу с нами, за уважение к нашей борьбе за свободу. И то, что он делает, действительно войдет в историю нашего народа, уже вошло в историю. Также хочу поблагодарить украинцев и других гостей, которые сегодня здесь присутствуют. И хочу твердо заверить, дело Джохара Дудаева продолжается. Дело Джохара Дудаева приведет нас к победе. И мы никогда, ни при каких обстоятельствах не отступим от этой свободы. Потому что свобода для человека – это самое важное. В отношении сегодняшней ситуации в политике, в отношении ситуации с Советом Европы, Европейским парламентом, мы, как представитель международных институтов, я обратился в Совет Европы и Европейский парламент с предложением признать независимость нашей республики, хотя я понимаю, что это процесс не одного дня, долгосрочный, и в этом процессе, конечно, будет очень много препятствий еще впереди, но любые препятствия мы преодолеем. И то, что мы сегодня ведем работу по объединению наших усилий к победе совместно с Украиной, и то, что с нами такие люди, как Сталкер, как другие политики мирового значения, это для нас очень важно. Важно, что нас поддерживают. Если нас поддерживают такие люди, значит, мы на правильном пути. Россия, сегодня у России агония, она, политики, так называемые, Путин и прочие, они понимают, что они обречены на забвение истории, обречены на проклятие истории, и это непременно произойдет. Но сегодня мы сталкиваемся с очень большими проблемами, всесторонними, с политическими проблемами, проблемами другого характера. Даже вот так вот приехать в Польшу, встретиться здесь, и то для нас серьезная проблема. Но я уверен в том, что мы их преодолеем, эти проблемы. Мы знаем, что выживание нашего народа, его будущее в победе над Россией, над Российской империей и российскими преступниками. Путин и его окружение – это преступники, которых признали Международный уголовный суд, Совет Европы, Европейский парламент, много государств мирового сообщества. И в конечном итоге и Америка, и другие государства мирового сообщества обязательно признают преступление России, потому что факт не признать это было бы совершенно непорядочно со стороны любого
демократического, нормального государства. В этом плане мы продолжаем работу. Мы будем работать с международными институтами, мы будем работать на то, чтобы объединить общие усилия в этом направлении. И могу заверить наш народ, что мы в конечном итоге станем единым народом, станем на единый путь свободы, и те, которых сегодня Россия взяла в плен и заставила работать против нашей свободы, они будут опозорены историей, они, конечно, найдут то, чего они заслужили. Предательство в любом государстве мира признается тягчайшим преступлением. И хочу сказать о том, что Совет Европы принял решение, и, конечно, при нашей помощи, принял решение создать трибунал против России. И уже европейские страны на этот трибунал собрали 10 миллионов евро. То есть, как говорится, процесс пошел. И на днях я получил ответ от Европейского парламента, который полностью признал мои требования, но официально они не признали пока, на сегодняшний день не признали нашу независимость и то, что наше государство является оккупированным. Но от факта никто не уйдет. И придет момент, когда все это будет признано. И я уверен в том, что победа нашего народа неизбежна. Если мы будем к этой победе идти вместе с Украиной, которая так же, как и мы, часть Украины оккупирована, совместными усилиями мы добьемся победы в очень близком, недалеком будущем. Мы будем бороться, никто нас не остановит, никто нас не запугает. То, что против нашего руководителя Ахмеда Закаева было совершено покушение, это тягчайшее преступление, так же как преступление убийства Жохара Дудаева, убийства Яндарбиева и других, Масхадова и всех других наших лидеров. Мы не простим этого, мы будем бороться, мы никогда не допустим новую войну. Мы не пойдем против России войной. Мы никогда не были агрессорами, мы никогда не были преступниками. И то, что Путин и его приспешники назвали нашу целую страну, целое государство террористами, это является тоже преступлением. Но преступники были всегда, есть, и они, к сожалению, будут. Но мы пойдем своим законным путем, и мы будем действовать только законными средствами, нормах и принципах международного права. И я уверен в том, что мы с делегатами Украины сегодня очень долго беседовали на эти темы. Мы продумали некоторые варианты взаимодействий, и с Ахмедом Закаевым мы это вместе обсудим. Я надеюсь, если будет время, я думаю, что мы запланируем новые наши действия, опять-таки законно, не нарушая никаких норм международного права. И Чеченская республика Ичкерия была, есть, она будет. И Россия никогда не покорит нас, не запугает и не заставит отступить. Баркал Москва.